Музыка – лекарь человеческих душ, а наивысший уровень достижения чего-либо есть культура, где музыка и музыкальное искусство являются неотъемлемой частью культуры и духовного развития человека. Вы – человек из мира большого искусства, из мира оперы. Ваш талант, помноженный на колоссальный труд, явились основой такого яркого проекта в области музыкального искусства, как «Музыка без границ и расстояний», музыкального международного конкурса Алисы Гицпо. Проект очень масштабный, и, конечно, как и в любом масштабном проекте, бывают всякие такие сложности, которые связаны именно с организацией процесса. Добиться идеального исполнения, конечно, нам пока не удалось, но и проект пока еще молодой, мы только набираемся опыта. Вот, я думаю, что нам нужно продумать больше на будущее, наверное, саму церемонию награждения. Возможно, зрителям это не всегда интересно. Но, тем не менее, люди, которые следят за процессом, ведь конкурс не вчера начался и не вчера закончился, довольно длительный промежуток времени люди следили за трансляциями, записывались на мастер-классы. То есть это был довольно сложный, большой творческий процесс. И люди, которые следили онлайн, продолжали следить онлайн также за церемонией награждения. И, может быть, не все зрители, которые присутствовали в зале, были, например, в курсе всех наших побед, достижений, да, спадов и взлетов. Но те, которые следили за нами онлайн, я думаю, как раз-таки были очень довольны тем, что церемония награждения состоялся гала-концерт. Но я думаю, что в дальнейшем нам нужно будет продумывать, как сделать это более зрелищно, наверное, более интересно, чтобы и музыка, и информация, все это как-то соседствовало. Ну, для этого нам нужно хорошо подумать и, возможно, пригласить режиссера, чтобы эта церемония прошла наподобие какого-нибудь шоу. Каковы реальные перспективы в дальнейшем профессиональном развитии участников вашего проекта? И как можно смотивировать потенциальных участников из нашей республики? Конечно, мы все делаем для этого. И более того, во-первых, у нас очень большая платформа образовательная, и она расширяется с каждым годом. Ведь только участие в мастер-классе Рафаэля Паласиоса – это уже грандиозное событие для нашего конкурса лаборатории, потому что Рафаэль Паласиос – это как раз один из тех музыкантов, который владеет этой стилистикой эпохи барокко. Очень мало музыкантов, которые на самом деле ею владеют. Человек, который защитил докторскую диссертацию в Сорбонне, человек, который работает в Европе и очень известен. Он габаист, он барочник, он дирижер, музыкант, который имеет собственную школу и который преподает в этой школе как раз-таки этот стиль, манеру барокко. И я считаю, что нам нужно дальше продолжить изучение этой проблематики, потому что это очень актуальное в наше время направление. Вот я знаю, что сейчас в Санкт-Петербурге тоже открылась Академия барочной музыки Теодора Курензиса, и так как мы с Теодором очень много сотрудничали в одно время, я думаю, что, возможно, мы наведем и с ним тоже какие-то контакты и мосты, перекинем мост из Санкт-Петербурга в Абхазию, возможно. То есть, как бы, ну, идей много, главное их реализовать. Вот, что дает нашим участникам? Конечно, очень многие вокалисты, которые принимали участие в нашем конкурсе лаборатории, далеки от этого понятия, понимания, но, тем не менее, им это интересно, и они хотят совершенствоваться и дальше. Иначе смысла не имеет в нашем конкурсе участвовать, потому что очень у нас большой получился разброс в регламенте. То есть требования к исполнителям были очень высокие. То есть они должны были исполнить и музыку эпохи барокко, и музыку современную, 20 века, западных композиторов, советских композиторов, 21 века. И, конечно, им было непросто. Но пришлось немножко поработать над тем, чтобы выступить в нашем конкурсе, получить высокие баллы. И я думаю, что это было для них большой мотивацией и развитием на будущее, потому что ну, музыкант должен развиваться. Он не может все время петь одно и то же. Он должен развиваться, и он должен как бы становиться еще более профессиональнее и зрелее. Особенно это касается номинации «Камерное пение». Камерное пение – это вообще очень сложная номинация, потому что к камерному пению оперный певец не всегда приходит сразу, потому что камерное пение требует именно души и именно очень богатого жизненного опыта.
С каждым годом конкурс приобретает новый географический ареал, добавляются новые участники из разных стран. Это говорит о том, что конкурс интересен и востребован далеко за пределами наших двух стран, где он и реализуется – России и Абхазии. Поговорим немного об этом, как ведется работа с иностранными участниками. Ну да, с иностранными участниками немного сложно, конечно, потому что мы живем в такое время, когда все границы закрыты, но тем не менее наш конкурс призывает к тому, чтобы эти границы открыть. И в этом году нам удалось, благодаря нашему Министерству иностранных дел, привлечь наших участников из Никарагуа. И благодаря Виктории Фернандес нам удалось выйти на мексиканских наших коллег. И даже был учрежден специальный приз от Алина Гомеса Владимира за лучшее исполнение иностранцам произведений на испанском языке. Но, к сожалению, мы этот приз не смогли никому вручить, так как среди наших друзей не оказалось хорошо владеющих испанским языком. А Катарине Веласкес мы этот приз никак не могли вручить, так как она является носителем испанского языка. Но мы пришли к такому заключению, что на будущий год мы этот приз удвоим. И будем работать над тем, чтобы у нас появились такие исполнители, которые исполняют именно как раз на испанском языке произведения испанских композиторов и испанских поэтов. Это, конечно, определенный пласт, который нужно прорабатывать, над которым нужно работать. И я думаю, что на будущий год, если все получится, мы будем заключать договора уже с мексиканской стороной и приглашать наших лауреатов туда и их музыкантов сюда, к нам, в Москву, в Сухум. То есть вот наводить еще один мост дружбы. Точно так же и представители Республики Никарагуа. Для них Катарина Веласкес со вчерашнего дня стала национальной героиней. Они об этом пишут, звонят. И вот Виктория тоже с ними на связи. Они все время пишут, там восторгаются. То есть вот как вот у нас сейчас София Саканя наша прогремела, да, в Италии, получила первое место на итальянском конкурсе. Вот. И точно так же для них Катарина Веласкес прогремела за границей. Для никарагуанцев, конечно, это очень важное событие. Поэтому я считаю, что нужно продолжать работу в этом направлении. Вот в прошлом году у нас были представители Китая, Сербии, Англии, Великобритании, Германии, Монголии, да, Беларусь. Ну, Беларусь – это постоянный участник, Армения, Азербайджан, Казахстан. В этом году тоже и Армения была, и Казахстан, Никарагуа, Мексика. И я стараюсь сделать так, чтобы и наши ребята из Абхазии тоже каким-то образом принимали участие в конкурсе. Даже если они не становятся участниками этого конкурса, то они могут быть, например, соорганизаторами конкурса. Так, например, Лана Габуния была ведущей московского тура. И все дни она вела трансляции и объявляла, помогала. Была одним из организаторов, да. Здесь у нас в Сухуме тоже наши девочки, студентки училища приходили, например, на мастер-класс. Вот они, например, не прошли в конкурсе, да, но тем не менее я пригласила вот Ратма Сакани. Она приняла участие в мастер-классе, и мы с ней договорились, что будем дальше работать над ее техническими проблемами и совершенствоваться больше в вокале. То есть вот таким образом... И в качестве иллюстраторов, да, наша замечательная певица-солистка Абхазской филармонии Нана Черкезия. Но иллюстратор – это не совсем то слово. То есть она была певицей, солисткой, которой аккомпанировал конкурсант. То есть здесь нужно, конечно, понимать, что в искусстве аккомпанемента мы оцениваем не певца, а именно концертмейстера и их взаимодействие с певцом. Певец не оценивается. Певец просто сделал большое одолжение, что согласился выступить с нашим конкурсантом. И, конечно, очень красиво это все выглядело. Да, получился такой, да, творческий синтез, совершенно верно. Каковы планы на дальнейшее развитие конкурса? Возможна ли внутренняя трансформация? Я вообще думаю, что дальше нам делать, потому что у меня очень много всегда идей. Вот нужно только понять, как правильно их реализовать, чтобы это было интересно всем. И участникам, и организаторам, и слушателям, и зрителям. Так как конкурс носит мое имя, и он ни к чему особо не привязан, он может, конечно, трансформироваться. Это конкурс, который разворачивается каждый раз к зрителям разной гранью. Вот начинали мы с вокального конкурса, потом он продолжился, превратился в музыкальный конкурс, дальше музыкальный конкурс «Лаборатория»,
Я не знаю, что будет дальше. Конкурс, он уже немножечко стал отдельной частицей. Он уже, как, знаете, совершеннолетний ребенок, который вылетел из родного гнезда и строит свою семью, свою ячейку. Вот то же самое я могу сказать про мой конкурс. Он развивается так, что даже я и сама иногда удивляюсь, как вообще это все получается. Он сам уже живет. Он мною руководит, а не я им. Поэтому посмотрим, к чему приведет кривая. Организм такой же. Да. Культура – это часть жизнедеятельности общества, одна из главных составляющих. Чтобы общество было здоровым эмоционально и эстетически, необходимо вкладываться в ее развитие. Это действительно непросто – прививать вкус и привычку слушать хорошую музыку, воспитывать молодое поколение, начиная с раннего возраста. Есть ли какая-то ваша личная, проверенная опытом формула решения этой задачи? Но здесь формула одна, надо начинать с музыкальных школ, более того, с детских садов. Вот когда я была еще сама ребенком тоже, я помню, я жила в советское время, и у нас и в детском саду были музыкальные уроки. Дальше в школе, вообще образовательной школе, у нас были уроки музыки. Причем все время, пока мы учились, были уроки музыки, были хоры, школьные хоры. Ну, что касается музыкального училища, тут, конечно, вообще никаких вопросов нет. Обязательно эти все были предметы, и хор, и просто пение. Да, пением занимались все. И вообще я не понимаю, честно говоря, почему интерес к классической музыке сейчас у нас такой низкий. Неужели мы можем ходить только на громкие имена? Ну, это наша проблема на самом-то деле. У нас существует Сухумское музыкальное училище. Да? В этом музыкальном училище есть студенты, есть педагоги. Любое новое начинание, мне кажется, что это должно им быть в первую очередь интересно. Потому что ради кого тогда все это делать? Консерватории у нас нет, музыкальных академий у нас нет. У нас есть филармония и училище, и музыкальные школы. Это вот три составляющие нашей музыкальной культуры нашей страны, нашей республики. И я считаю, что нам необходимо всем объединиться. Если мы не объединимся, и каждый будет тянуть в свою сторону, у нас не будет музыкальной культуры, и скоро мы потеряем зрителя. Это колоссальная проблема, глобальная, которая касается не только Абхазии, она касается всего мира. Вот как недавно я разговаривала с Викторией Фернандес, она сказала, что на самом-то деле это 1% населения земного шара, который любит классическую музыку, который ею интересуется и который ею занимается. За границей все обстоит еще печальнее, чем у нас. Поэтому я считаю, что нам нужно объединиться всем, создать союз музыкантов и делать новые проекты совместно. И тогда мы пойдем очень далеко вперед. Культурные проекты невозможны без поддержки извне. Часто слышу такое стереотипное мнение о том, что это направление не столь важно, я имею в виду музыкальную культуру, и чтобы в него вкладываться финансово. С чем я в корне не согласна, ведь посредством культуры мы познаем мир, новые страны, народы, а соответственно сквозь призму новых взаимоотношений возможно строить грамотный диалог с перспективой. Хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет. Ну я не могу сказать, что правительство не поддерживает. Конечно, благодаря правительству, именно поддержке правительства, поддержке нашего президента и премьер-министра и сегодняшнего, и вчерашнего, и позавчерашнего, и министра культуры, это все как раз имеет вообще возможность здесь реализовываться. Но просто вопрос в том, что маловато этого, нужно еще добавлять. Нужно, конечно, искать еще и меценатов, и спонсоров со стороны, и вообще это должно быть государственной программой. Это должно быть обязательно оговорено. И должна быть выработана определенная стратегия, как раз-таки то, как преподавать детям в музыкальной школе музыку классическую, как с ними работать, как их заинтересовать, как их мотивировать. Ведь у нас очень талантливая молодежь, очень талантливые дети. Дети уже с колыбели поют и танцуют. Поэтому с этим можно работать. И, конечно, культура – это всегда лицо нации. Как сказал Олег Мсасович Барцис во вчерашнем интервью, культура – это как раз-таки мягкая сила, которая помогает продвигать наш национальный колорит. Вообще страну. И вообще нашу страну и наводить мосты дружбы, что необходимо, особенно в наше очень сложное время. И именно вот в этой номинации вы участвуете со своим проектом в такой престижной премии «Анно Евразии». Вот номинация называется «Мосты дружбы».
Ну, во-первых, большое спасибо вам, дорогая Бела Станиславовна, что вы способствовали номинированию нашего проекта на эту премию. И, конечно, я очень счастлива тем, что уже тем просто счастлива, что я прошла в финал этой замечательной премии. И тоже с трепетом жду награждения, потому что мы узнаем о том, кто стал победителем этого конкурса, премии, только на церемонии награждения. Поэтому мы будем держать кулачки, да, держать кулачки и ждать хорошего результата. Вы, как человек из мира искусства, который в данный момент проживает и работает в городе Москва, всегда очень трепетно относитесь к своей малой родине, к Абхазии, всячески стараясь привнести в музыкальную культуру страны какие-то новые возможности для наших граждан. Какие вы видите перспективы в направлении музыкальной культуры и искусства, и какие пробелы на сегодняшний день существуют? Что мешает развиваться в ногу со временем? Ну, мы немножечко сейчас отделены от мира, к сожалению, есть такой момент. Хотя благодаря тому, что в последнее время Россия очень сильно сотрудничает с нами во всех областях, и в области культуры в том числе, я думаю, что у нас огромный, бешеный потенциал и огромные возможности. Нам, в принципе, ничего не мешает, только мы сами. Поэтому давайте не будем сами себе мешать, будем развиваться и поддерживать проекты молодых, талантливых, начинающих музыкантов, продвигать их, давать им возможность стажироваться в разных городах, в музыкальных училищах, посещать мастер-классы, ездить куда-то за границу, например. У нас это есть возможность, я уверена. Вот опять же, возвращаясь к Софии Сакане, Абхазия открыла для себя эту певицу молодую. Ей было всего 18 лет, когда она приехала участвовать в нашем конкурсе. И в день ее 19-летия она получила гран-при. И она была этим так счастлива, потому что какое-то время было, когда она без Абхазии жила, она потеряла своих родственников, все вот эти вот связи ушли. И благодаря тому, что она приехала к нам на конкурс, поучаствовала в нем, все эти связи возобновились. И теперь вот этот ее контакт с Абхазией, он постоянный. И мы следим за ее творчеством и гордимся тем, что она ездит по разным конкурсам, по мастер-классам, что ее уже знают, что она востребована, и она везде лицо нашей республики. Каждый ваш приезд в страну – это очень трепетное событие для наших граждан. Они всегда с нетерпением ждут встречи с вами, ваших выступлений, и этому всему есть объяснение. Ваша харизма, искренность, душевная теплота и любовь к людям – это дорогого стоит и подкупает, безусловно. Люди это чувствуют и принимают с благодарностью. Как вы чувствуете такую вот отдачу, и что для вас значит ответная реакция? Ну, мне кажется, тут даже вообще никаких вопросов не возникает. Я люблю свою родину и люблю людей, которые живут на этой родине. Ведь мы все здесь настолько взаимосвязаны, настолько тепло друг к другу относимся. И я просто скучаю, когда я долго нахожусь на чужбине и возвращаюсь сюда. Мне кажется, что я вернулась в свое детство. И поэтому здесь у меня на самом деле появляется очень большой запас творческой энергии. Просто он восполняется, более того, я бы сказала. Я здесь меньше устаю, я здесь чувствую себя великолепно, потому что я чувствую себя у себя дома. Поэтому я не могу не улыбаться и не любить, и не общаться со своими родными, конечно. А для меня все родные, и зрители, и мои сестры, и все, кто населяет Абхазию. Поэтому я думаю, что это все абсолютно искренне, и я очень рада, если такая реакция на меня. Спасибо большое. Вы счастливая женщина, мама, супруга, талантливая певица. В чем для вас состоит смысл жизни? О, это сложно. Но просто это, понимаешь, вот как, например, человеку отрубить правую руку и сказать, ну ты же можешь и с левой рукой жить. То есть вот для того, чтобы мне чувствовать себя полноценной, я должна обладать всем. И семьей, и профессией, и любовью родственников, и любовью к родственникам. То есть это как раз то, что составляет единое целое. Без чего-то, вот, например, отними у меня профессию, я буду несчастна. Забери у меня семью, я еще более буду несчастлива. И поэтому действительно я понимаю этот вопрос, что действительно счастье заключается в том, чтобы жить полноценно. Ну и в заключение нашей беседы, может быть, какие-то пожелания для нашей страны, для граждан нашей страны. Что бы вы хотели им сказать? Я хочу пожелать нашим гражданам нашей страны мира, процветания. Но это может сейчас показаться дежурными словами, но на самом деле в той ситуации, в которой находится сейчас
вся наша планета, слово «мир» приобретает совершенно другое значение. Раньше мне казалось, когда пили за мир или за здоровье, ну как можно за это пить? Это же априори, как бы это не обсуждается. Но мир, он и есть мир, здоровье, оно и есть. С возрастом начинаешь к этому по-другому относиться. И я действительно хочу пожелать всем только мира. Потому что если будет мир, то будет все. Дай Бог всем нам.